Пазнаёміўся Александр Лукашенко з умовамі і бытам вайскоўцаў. Кіраўнік дзяржавы пабываў у спартыўнай зале, дзе быў зроблены капітальны рамонт і створаны умовы для правядзення заняткаў по фізічнай культуры. Мы принимаем меры по дальнейшему повышению престижа военной службы. И в этом будем делать все. Особенностью подготовки еще является то, что мы готовим по 3 направлениям в мирное время. Это в рамках ООН. Главное, что там же сидят аксакалы. Почему я уделяю этому внимание? Больше, чем спорту даже не представляешь. Потому что они видят, что в Беларуси есть армия, и она вот на таком уровне. Перед нами на квадроцикле выдвигается подгруппа инженерной разведки. Водитель задерживается и передается представителям местных правоохранительных органов. Удобно и в носке, сама ткань дышащая, позволяет работать в кабинетах или вот выходить удобно. Плюс майка, и когда нет галстука, оно все-таки удобнее работает. Лучше, чем прежняя форма? Старший лейтенант Боровик, так точно, товарищ президент? Лучше это. Так точно. Да? То есть это вас устраивает? Так точно. Главное, чтобы удобно было. Но я помню ту форму, особенно летом, но это муки грешные. На тренировочной площадке свои возможности оттачивали бойцы. Президенту продемонстрировали тактика специальное занятие с батальоном специального назначения. Выходят на указанные рубежи. Две части, которые я в свое время выбрал, хорошо подготовлены, в том числе для того, чтобы не допустить эскалации напряженности внутри страны. Здесь госсекретарь правильно сказал, что всякие войны сейчас начинаются с уличных протестов, демонстраций, потом Майданы. На Майдан, если своих нет, у нас маловато майданутых, их подтянут со стороны. Это профессиональные военные, бандиты. Они специально готовятся, в основном в рамках ЧВК по всему миру, и зарабатывают большие деньги на провокациях в тех или иных государствах. Так было, вы помните, в Ливии, в Сирии, в Ираке идет война, управляемый хаос, стало только хуже.